Чудесные гости у нас сегодня. Доброго уфимского вечера, дорогие друзья. Вот такой мышонок у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Да, уфимский вечер сегодня необычный, потому что в гости к нам пришел настоящий волшебник. Я хочу с огромным удовольствием представить человека, который работает сейчас за ширмой. Это народный артист России Айрат Акрамович Ахметшин. Айрат Акрамович, это, я так понимаю, одна из самых простейших кукол, нет? Могу ошибаться? Ну и нет, не ошибаетесь. Из простейших, конечно. Чем, мне можно выйти? Нет еще Вам пока? можно выйти? Мы хотим вас увидеть. Да? Да. Ну вот он я, Доброго да-да-да-да-да. уфимского вечера вам. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об этом чудесном существе. Это мышонок, ну как вы поняли, да? Вот. Но она, конечно, не простейшая, ну на первый взгляд простейшая. Ну да. Но ей же надо управлять так, как будто она живая, как будто она слышит, видит, боится, переживает, внезапно появляется. Вот. Вот эти вот две палочки, они, ну, по-нашему называются тросточки. Мгм. Чтобы не руками держать, а через тросточки. Вот у некоторых такая ошибка, если они видят раз, вот тросточки, и не так вот и, а раз вот так вот показывает. Но мышка же по воздуху не летает. Мгм. Это для того, чтобы легче было управлять, чтобы не было видно рук, а видно, допустим, тросточки. Только вот она, видите, вот. А то начинает вот так вот сразу трясти, и там наша задача актера кукла вот даже видеть. Вот мышка это, или там волк, или там еще человек. Вот наша задача. Поэтому наша профессия называется актер-кукла. Вот мы все актерские дела передаем через куклу. Нас должно быть не видно, а видно только куклу. Ну, а кукла может быть любой персонаж из любой сказки, с любой пьесы, животное ли оно, либо оно человек, там доктор Айболит или кто-то другой. Сегодня у нас эволюция кукол практически будет в эфире. Кто у нас следующий? Пожалуйста, сейчас я вам покажу. Я немножко подобрал тех кукол, чтобы они были разнообразные по действию и по технике. Так, сейчас. Это мой любимый, так сказать, персонаж. Это кукла. Сейчас увидите. Одна из старейших кукол, наверное, в вашем архиве, правильно? Да, мне много лет. Сколько? Ну, я почти ровесник театра, да. Ох, добирался я к вам издалека, устал. Сейчас я присяду, с вашего позволения. Ой, ой, о, ой, ноги устали. Сейчас я ноги. О, так. О, сейчас пусть нога отдохнет. Вторая тоже пусть отдыхает. О, о, вот так. Вот. Самое замечательное, наверное, я не могу ошибаться, впервые или не впервые мы можем видеть то, что происходит за ширмой, то, что происходит в данный момент за кулисами, как работает мастер. Айрат Акрамович, Да. выходите к нам. Ой, сейчас. Я выйду. Оп! Вот, сейчас выйду. Куклу, которую восстановили, Да. которую реставрировали. Это очень старинная кукла, старая, она была уже не в рабочем состоянии. Вот. Мне пришлось ее найти среди мусора, так сказать, всяких кукол, реквизита давнишнего, еще в старом театре, который размещался в подвале оперного театра. Это было в 66-м, 67-х годах, когда я туда поступил мальчишкой. Вот, я ее подобрал, а потом попросил, мне художники ее наладили. Вот шерсть новые поставили. Вот. Ну, правда, искусственная, та была настоящая, первоначальные остатки. Сплющенная была. Вот так восстановили, и я показываю ее детям. Сейчас такие не делают. Это перчаточная кукла, называется по-нашему. Перчаточная. Потому что на руку она одевается, как перчатка. Вот это левый пальчик, вот это правый. А тут пальцами голову держишь, а вот рот открывается. Видите как?
Вот так. Ну, естественно, она в спектакле в каком-то играла, у нее роль была, текст. Она какой-то текст говорила, вот. Наша задача же через куклу доносить образ и текст роли. Вот так вот. Она теплая прям, живая теплая Ну, игрушка. правильно, потому что У она меня у меня, в да. руках я чувствую тепло Вот ваших там еще душа ладоней. осталась. А вы знаете, душа куклы что? Это рука актера, через которую идет соединение от нашего, значит, от нашей души. Через руку душа передается кукле. Вот поэтому она и живая. Вот. Ну, не у всех, конечно, получается живая, но вот у меня получается. Айрат Акрамович, это же правда, что для актера-кукольника требуется, кукловода, требуются определенные данные. Все эти данные, я сейчас говорю именно о физических данных, они сейчас учитываются при поступлении. Ведь ширмовые спектакли есть и ростовые, есть ширмовые. Мгм. Сейчас учитываются для поступления абитуриентов? Конечно, обязательно, обязательно. Ну, так же, как на общих основаниях, как драматический артист поступает в институт или в учебное заведение. Вот. И также и кукольник, да, Но на есть общих свои основаниях. особенности. Есть свои Особенность, особенности. да, Какие дают. они? Ну, во-первых, ну, обязательно это слух, дикция, вот, и дают куклу. Мгм. Вот там лежат несколько кукол. Ну-ка, возьмите куклу. Он ее в первый раз видит, если дополнительно, то есть заранее в каком-то кружке там не участвовал он, но он берет куклу, и педагоги, которые принимают, они смотрят, какое у него восприятие к кукле. Хоть он ее не знает, не знаком в первый раз, понимаете что? Вот это тоже учитывается. Рост. Ну, рост, конечно, высокого большого не надо, потому что за ширмой надо играть, да, пригибаться надо. Ну, а конкретно рост, конечно, ну, конечно, двухметрового не берут. Скажут, ты иди, дорогой, в драматический театр или куда-то. А тут обыкновенно среднего роста. Я ведь тоже среднего роста, 1,77 м, а ширма у нас обычно 1,73 м была, 1,74 м. Мгм. Вот. Но меня видно, мне приходится немножко сгибаться. Приседать. Да, а тот, кто маленький ростом, особенно вот женщины, они катурно одевают, туфли такие, чтобы рост у них увеличивался. Мгм. Вот, чтобы кукла, если она на руках, она была, ну, повыше, соответствовала росту партнера. Вот, не была просто вот полкуклы из-за ширмы видно. А потом в последнее время стали же спектакли быть разные. Мгм. Артисты стали выходить живьем, и кукла у них в руках. Вот. И поэтому тут рост, как бы уже не стали на рост обращать внимание. Но Но раньше тут это было обязательным требованием. раньше было обязательным требованием, потому что спектакли были только ширмовые, потому что театр кукол – это вид искусства, как балет, как Мгм, драматический мгм. театр. Вот. А это вид искусства. И, естественно, тогда спектакли были только за ширмой, потому что живого артиста не должно было видно. Была видна только кукла. Вот это и была магия, так сказать, сказочности и волшебства. Понимаете? А когда уже мелькнет голова, рука или живой актер выйдет и куклу в руках просто держит, дети, зрители, они не знают, на кого смотреть. На человека или на куклу. Понимаете, что? Артисты Башкирского театра кукол готовят новую постановку. Этим летом они вместе с персонажами своих спектаклей побывали во многих районах Башкирии. И всегда перед началом представления зрителям предоставлялась возможность побывать на сцене, узнать, как выглядит кукольный театр изнутри. И вот начинается спектакль «Я цыпленок, ты цыпленок». Я тебя высидел. А ты кто? Ты моя мама, да? Нет, я не мама. А ты мой папа. Какой же я тебе папа? Ну, а кто же ты? Я твой старший братик. А ты уже весь или не весь? Нет, я еще
Не верь. Ой, я все равно старший. Знай мою доброту, баран, знай. Баран, хочешь, я тебя мяукать научу? Мяукать? Да. А как? Ну-ка, давай. Ну, давай. Ты что, приятель? Ну ты что, не слышал, что ли? Разве я говорил тебе «б»? Не «б», а «м» надо говорить. Ну, слушай еще раз. Вот «м». Если бы не было я котом, стал бы я пиратом. Тра-та-та, тра-та-та, все боятся кота. Мяу. После спектакля артисты подробно рассказывают о своей работе, о том, как создаются кукольные представления и их герои. А диапазон голосовой, это нарабатывается годами или приходит уже... Бывают такие случаи, когда с огромным диапазоном, умением работать голосом? Это, конечно, это, ну, во-первых, это заложено природой должно быть, а потом это развивается уже на практике, на практической работе. Так-то молодой человек пришел, он только осваивается, он не знает, за что хвататься. То ли куклу водить надо научиться, то ли там голос. Голосом. Да, я когда первый раз-то пришел, мне куклу дали, но это было давным-давно. Вот. И я за стольный период сел, где сразу роль стали, то есть пьесу новую это самое, изучать. И вот там роли распределили. И, и мне дали маленькую роль, где 2 слова всего. Видать? Нет, не видать, великий хан. Вот все мои слова были. И я, значит, это с ужасом думал, чтобы до меня только реплика не дошла. Потому что я начинаю говорить, мне говорят, ты неправильно говоришь, у тебя белый звук получается, без интонации. Я говорю, ну я же не умею, я же рабочая сцена, вы же меня рабочим сценой приняли, не актером. Ну, говорит, у нас рабочие тоже должны потихонечку начинать. Вот, они принимают участие там в эпизодах, все. Ну вот я боялся, а потом постепенно, раскрывая, так сказать, все вот эти знания актерского, так сказать, навыков-то. Вот и это же, я до сих пор учусь, понимаете? Ну, хотя голос у меня разный. Но дело в том, что тут не обязательно там или пищать, или что-либо. Басов говорит, надо характерность персонажа уловить. И в характере, который от маски куклы исходит, говорить. Как вы пришли в театр? В театр я пришел в 1966 году, когда мне было 16 лет. Объявление висит. Театру кукол требуется рабочая сцена. Это в оперном театре он тогда располагался, в подвале. Вот, ну, я говорю, а можно устроиться на лето? Это было весной как раз. Они говорят, можно. Вот. А вы, говорят, что, не закончили? Я говорю, ну, я только 8 классов закончил. Что я мог? Театральный? Я говорю, ну, нет, конечно. В кружке занимались. Я говорю, ну, в школе я и пел. Я в 3-й школе учился. И запевала был, и в хоре, и в классной, и все такое. Но в театрах, в кружках нигде не играл. Надо басню, говорит, подготовить, прозу и песню спеть. Для работника сцены? Да, я говорю, а зачем? А потому что они у нас, говорит, принимают участие в спектакле. Должны быть музыкальные, под музыку поднимать, по реплике там поворачивать декорацию. Так что и одновременно обучаться на актера-кукловода. Вот так мне сказал режиссер. Ну, я подготовил то и все, еще школьная программа-то была мне знакома только что ведь. Я прочитал басню, прочитал, значит, это Крылова, басню Крылова, и потом, значит, «О, Волга, колыбель моя Некрасова». И спел «Я шагаю по Москве». Тогда она модной была, только она шла в кинотеатрах. Ну и меня приняли из 3 человек, монтировщиков, меня приняли 1. И как раз меня определили в бригаду, в русскую бригаду, которая приступала к репетиции нового спектакля. Вот застольный период, про который я вас вначале же рассказал. Вот. Дали ключи от ящиков, там 3 или 4 спектакля было в этой бригаде, в репертуаре. Мне показали, где какие ящики, где какие декорации, как ставить, как чего. Ну и в то же время вот я играл эпизодики. Потому что и таскал ящики, ставил декорацию. Вот так вот. Вы выросли в Уфе? Я Ваше родился. детство прошло в Уфе? Да, родился, вырос в Уфе. Вы были хулиганистым ребенком? Как некоторые говорят, вспоминают, говорят, оторви голова. Правда, да? Ну, я нормально был. Ну, общался среди... Люди же были послевоенные. Я 49-го года, а
Там же, ну, всякие были в нашем дворе. Я жил на улице Александра Матросова. В школу пошел, в 3-ю школу, вот здесь, рядом же все на Мгм. площади. Бегал, значит, парк Матросов, парк Ломачарский, парк Крупской, вот в этом все. В театр поступил, вот в оперный театр, все вот на этом пятачке. В институт потом поступил заочно, тоже тут же вот институт искусств. Все вот это вот рядом вот было. Ну, нормально был. У нас 6 человек детей было у отца. Я был 6-й, Самый младший. самый младший, в 49-м году родился. Вот. У меня, у родителей история такова. Отец-то мой в Башкирии родился, он башкир, но в 18 лет его послали татаро-башкирская школа красных командиров в Казани, Мгм. кавалерийская школа. Он с Кусимовым, с Тагиром Кусимовым они вместе учились. Вот потом он в 1934 году закончил, и его направили в Ленинград. А до того, как закончить училище, он познакомился с моей мамой. Мама-то у меня саратовская, Евдокия Яковлевна. Мгм. Но как она в Казани оказалась, я не знаю. Ну, вместе с ней уехал. Ленинградский военный округ, там квартиру дали. Улица Артиллерийская, как они мне говорили. Там в этом доме военные жили, офицеры. Потом он на фронт пошел. Финская война. Мгм. Вот. А там уже 2 старших сестры родились. 36-го года, 38-го. Когда война уже вот-вот начнется, детишек эвакуировали с Ленинграда, в том числе вот моих 2 сестер. А мама беременная осталась 3-м Мгм. ребенком, значит, моим старшим братом. И вот перед самой блокадой, в августе месяце, она родила его. И тут же блокада началась в сентябре. И она всю блокаду с этим маленьким моим братом провела в Ленинграде. Вот. Ему было 27 месяцев, только тогда, когда блокада закончилась, отец сам сказал, ну, весточки присылал, ты давай, говорит, это в Башкирию ко мне на родину езжай, к родственникам, чтобы покушать, здоровье поправить. А он, представляете, ему 2 года 7 месяцев, он не ходил, потому что он все время был завернутый, запеленутый, голодный, холодный. Там жены офицеров, они как-то скооперировались, и вот когда в зимний период они все в одной комнате спали друг дружку, чтобы выгревать. Мужья на фронте. Вот. А детишек, 2 старших сестер, эвакуировали когда? Эшелон с детьми разбомбили. Вот эшелон разбомбили, весточка пришла в Ленинград, что вот все дети погибли. Там же дети с Ленинграда, там целый эшелон шел. Вот они там 2 этих самых женщин собрали, и многих там других, и послали в то место, чтобы искать, ну, своих детей собрать. И среди мертвых наших 2 сестер не было. Значит, они живые. А куда они делись, неизвестно. Потом отец долгое время посылал там по всем интернатам. Их нашли где-то там под Пермью. И потом уже в конце войны, значит, он послал там старшину или кого-то там, и он их привел. А отца, он когда был раненый, он капитан. Вот, его перевели, значит, уже с фронта в Куйбышев. Он стал командиром батальона, зенитно-пулеметного батальона, где обучали женщин, новобранцев, ну, стрелять с пулеметов, и, значит, это с артиллерии, Ну, с зениток, зениток, да, да. чтобы на фронт посылать. Вот. И потом он, значит, а мать-то здесь же была, она сюда же приехала, потом в Уфу перебралась из деревни. Вот. Ну, потом отец заехал в Ленинград, квартира была занята, а ему не хотелось там жить, на родину на тянуло. родину хотел. И как бы за мамой сюда приехал, тут так и остался. Ну, а тут уже другие детишки пошли, в том числе я в 49-м году родился. Ну, вот такая вот судьба. Мама потом часто вспоминала. Я же квартиру закрыла, думал, там через 2-3 месяца вернусь. Кто же знал, что так затянется эта война-то? А потом все-таки отец заехал туда, в Ленинград, в квартиру, все закрыто. Звонит, открывает, там инвалид. О, товарищ капитан, нас сюда вселили, сказали, что все погибли. Ну и тем более ему туда возвращаться не хотелось, он здесь остался. Потом на Ленина 7 работал он. Командовал он, поскольку кавалерийское училище закончил, этими всеми лошадьми. Раньше же на лошадях ездили, охрана-то была. Вот он был командир всех этих лошадей. В общем, все случайности все-таки не случайны. Они, конечно, не случайны. Вот, в доме у нас это... Отец любил, значит, давайте, ну-ка, давайте, мы начинаем петь. Там 4 брата, 2 сестры, но они уже взрослые были. Мы 4 брата, и давай петь, значит. Я беру вилки и по стулу, значит, как ударник там вот аккомпанирую. Ну, вот так вот.
Никто не планировал. Я тем более не планировал быть артистом там или кем. Просто думаю, устроюсь на работу, летом На летний поработаю. период. Да. И все. А вот так затянулось на 56 лет. Хорошо, затянула. Как хорошо, что все это произошло, что мы сейчас можем наслаждаться вашими творческими работами. Вот мне очень интересна вот эта кукла, я на нее обратила. это? Нет, Или вот это? нет, которая... Вот это? Да, Это же... которая без всего. Это без всего. Но это, как вы поняли, полуфабрикат. Да. Это куклу начинали делать, но как бы ее до конца не сделали. Но я ее сохранил для того, чтобы показать. Вот, что вот. Ну, понимаете, голова это, из папье-маше делается. Некоторые думают, ай, папье-маше, газетка. Нет, надо художник сначала слепит из пластилина голову, потом форму из гипса сделать, а потом в эту форму уже папье-маше клеит. Потом вынимает, и получается вот так. Но потом они и шкурят, и что-то там, в общем, и лаком там, и все, и все. Ну вот я сохранил, чтобы было видно, как рука работает вот там. Вот как механика. Вот. Это называется габит, вот чем я управляю. Вот видите, там втулка. Вот есть, пожалуйста, вот, чтобы рот открывался. Вот трости, вот руки. Ну потом, естественно же, костюм одевает. Понятно? Это вот, чтобы молодым артистам и студентам вот я показываю, как надо положение руки, вот как держать. Вот. А вот сзади вот дырка. Эту дырку специально, ее потом вот так просто клеят сюда, заплатку, для того, чтобы вдруг механика сломается, чтобы ее раз, и туда залезть, и леску подвязать, там резинку поменять. Но сейчас ничего практически не изменилось. Конструкция кукол сохранилась прежней. Она прежняя, за исключением вот которых вот таких сейчас не делают, да. Потому что сейчас нет необходимости. Сейчас, ну, во-первых, куклы должны быть большие. Вот видите, вот голова большая, чтобы зрителям зала было видно далеко там с последнего ряда, понимаете? А раньше же театр, помещения были маленькие, в том числе и у нас в оперном там 180 мест было. Не так далеко было. Поэтому характерность куклы была из зрительного зала улавливалась. Но у него очень живые глаза. Ну, глаза, потому что это вот такие вот какие-то пуговки. Это специально, видимо, вот продавали вот такие штуки. Вот. Очень много кукол представлено. Расскажите, пожалуйста, хочется посмотреть еще. За вами сидит чудный еще мужчина. Вот этот? Да. Вот это самый как раз вот к этой механике относится. Габит там внутри. Это тоже старая она из спектакля «Чертова мельница», который мы в 1978 году выпустили, играли в театре. Вот это был, он главный черт был, вот, в аду, в подвале там, в аду. Он подходит к секретарю, так, меня никто не спрашивал. Нет, все время кто-то звонит из квадрата такого-такого, просит встречи. Меня нет. Я иду к главному, будем утрясать штат. Штаты будем Но у утрясать. этой куклы не открывается рот. У него не открывается. А почему? Знаете что? Вот такой еще есть нюанс такой. Если кукла открывается, то нужно, чтобы у всех персонажей открывался. Это А закон если не открыва- спектакля. самого, Да, можно потому сказать что так. рядом стоят несколько персонажей, у одного рот не открывается, а у другого открывается. Поэтому режиссер вот принимает такое решение с художником. Не надо рот открывать, или чтобы у всех открывался. Понимаете, что? А то странно же будет. Ну вот он, видите, он же, он может и ручкой вот так вот делать. Вот, к сожалению, никто вот из молодых, они не смотрят, не учатся, понимаете? Вот начинает разговаривать вот так. А он же помимо еще это сам... Одну минуточку. Вот, снял, видите? Подайте. Вот, тростевая кукла. Айрат Акрамович, самое большое удивление, которое было у вас в вашей творческой судьбе? Ну, по работе удивление, Да. что ли? Я потому что наблюдал, по работе то, что касается. Удивлений в жизни-то много бывает, а то, что касается работы, и которое повлияло на мой рост, на любовь вот именно к куклам и к этой профессии. Я смотрел на своих коллег, в то время, когда работали. Мне даже сейчас, в то время-то как я мог назвать их коллег? Я молодой, они на фронте принимали участие, выезжали на фронт наш, вот спектакли играли. Я смотрел, любовался, кукол-то у них, живые, просто живые. Я настолько увлекался. Я же за ширму смотрел. А в тех спектаклях, где другая бригада играла, я из зала смотрел на них, как куклу водит. Они прямо как живые, как они относятся. Они никогда вот так не положат.
куклы, они всегда положат ее вот так вот, затылком вниз, чтобы не поцарапать, там ничего. Они сами относились к ним вот как к живым, как к своим детям. Вот это вот меня удивляло, а потом, в конце концов, я взял с них пример постепенно, и сам стал относиться как к живым к своим. Это же инструмент мой, понимаете? Вот. Это. Ну и старался брать пример с того или с иного, как можно работать, как нужно, а как Я не не могу, он на нужно. меня смотрит. Ну да, а как же, да. Вот я же разговариваю, это я через него разговариваю. Вот это и есть наше таинство и мастерство, понимаете? Через куклу разговаривать. Вот. Надо работать через куклу. Некоторые не понимают артисты, даже много лет проработавшие. Вот, потому что это чувство, оно само тебе должно прийти. Ты сам должен в себе это раскрыть. То, что я словами скажу вот через куклу, они не понимают это. Через куклу. Вот я с вами разговариваю, но через него разговариваю, понимаете? Взгляд на него бросаю, и изредка на вас, потому что я же с вами все-таки. Не вы же с куклой, а вот со мной. И вот поэтому она как живая, она присутствует, она слышит, видит, понимаете, что она... Здравствуйте, все во внимании держит, вон, видите, свидетели. Так что вот так. Вот даже рот-то у нее, видите, не открывается, но все равно же видно, что это он разговаривает. Вот. Ну ладно, что ж. Может, там за ширмой у меня кто-то лежит? Давайте посмотрим, кто еще есть. Ой, Укатилась, ладно. шляпа укатилась. Сейчас. Ширму же не зря мы принесли. Наша задача-то в чем? Чтобы ребенок и зритель не видел живого человека, а видел только персонаж. Поэтому и называется наша профессия актер-кукловод. Мы сами играем как драматический, а передаем через куклу. Ну а что отличает нас от драматических артистов? Ну это, естественно, репертуар. Понимаете? Они же играют взрослый, директор, там, офицер, военного, там, профессор. А мы играем вот детский репертуар, в которых сказочный герой, персонажи. Но все равно в каждом персонаже, будь то зверь, подразумевается человек. И поэтому зверем играешь, там текст говоришь, характер придумываешь. Но то не то, что придумаешь, а выполняешь задачу роли, задачу, поставленную режиссером. А тут вот у меня есть... А эта кукла работает на трости. Нет, я Нет. покажу, потом покажу. Нет. Так. Если мы говорим о актерской работе, аэротократии, и о спектаклях, о детских спектаклях, тот же «Колобок», Ага. «Три поросенка», например, да? Да. Как, насколько можно по-новому подать эту постановку? Как можно сделать что-то новое, когда уже, как бы грубо это ни звучало, все давно уже сделано? Сказка известна, сказка прописана. Ну, это уже задача режиссера, понимаете? Да, и сценариста. Ну, к сожалению, понимаете, они отступают от классики, и начинают придумать что-то современное. Ну, я не знаю, классика, она же всю жизнь классика. Понимаете? Хоть много веков, но классика. А когда начинает что-то современное, но все равно стараются делать каких-то современных кукол. Вот. Ну, что-то... Дети сейчас же другие, они могут не понять, как вот это вот, как они могут понять? Видите, допустим, мы сейчас что-то другое подавай. Сколько лет этому поросенку? Это Хрюшке много лет уже. Это Хрюшка, он в спектаклях у нас не играл. Нет? Нет, это Хрюшку мне подарил, знаете что? Это у нас раньше был Купер Давыд, в филармонии работал. Вот, с женой, семейный театр был, Каштанку они играли. Вот это цирковая была Хрюшка. У нее клоунский был этот самый двухцветный, атласный этот костюм, просто он в негодность пришел, я его убрал. Вот. И у нее дочка аккомпанировала им. Они спектакли разыгрывали вдвоем с женой. Там 28 персонажей. Понимаете? И вот они играли. Они вот голос трансформировали, все вот меняли. Где-то фальцетом, где-то как-то, чего-то. Ну, персонажей же много. Вот. Ну, потом, конечно, они из жизни ушли. А вот дочка потом принесла в театр несколько кукол. У вас, говорит, Айрат работает тут. Ну, мы в Соседях раньше жили. Как-то так разговорились. Я говорю, вот в кукольном театре работает туда-сюда. Ну, видимо, она запомнила, а потом много лет прошло. Мы в новый театр переехали на проспект. И вот, говорит, там женщина тебя, говорит, спрашивает. Я выхожу, смотрю,
Она стоит, его дочка. Вот. Ветта ее звали, Виолетта. Мгм. Или я путаю, уже не помню. Она говорит, вот слушай, вот у нас куклёшки остались. Не хотелось, чтобы они какие-то руки попадали, ну, в чужие, Мгм. чтобы нормальные руки попали. Вот, говорит, на, возьми, говорит, это память об отце, о моих родителей будет. И вот одна из них, вот этот вот. При- Если говорить о постановках и взрослые спектакли, и детские спектакли, для вас самый дорогой и теплый спектакль? Ну, вы знаете, конечно, самые дорогие, они в прошлом остались. В прошлом. Потому что мы мечтали, когда у нас взрослый репертуар будет. Мгм. Это вот самый первый спектакль «Божественной комедии», потом «Чертова мельница», потом «Не бросай огонь, Прометей», «Коня диктатуру», ну, много других спектаклей. Они раскрыли, там же роли большие, Мгм. они нас раскрыли как актеров, ну, в том числе и меня. Потому что мы же привыкли небольшие спектакли, детские Мгм. персонажи, а тут же большие роли. Вот, как актера. Потому что Штейн в то время работал, вы слышали о нем? Мгм. Он вот работал с нами, требовал, понимаете, не то, что требовал, а он учил нас, как надо. Вот, и мы на ролях учились. Артисты воспитываются на ролях, на репертуаре, понимаете? Вот. Ну и в то же время у нас детские спектакли. А детские спектакли, они еще больше мастерства дают, потому что тут нужен вкус, понимаете? Вкус нужен, и это самое, и мера, Но понимаете? детей не обманешь. И их не обманешь, не обманешь. Не зря же Константин Сергеевич Станиславский говорил, что для детей надо играть так же, как для взрослых, только лучше, потому что их не обманешь. Вот. Если что-то неправда со сцены звучит, персонаж там что-то, они же сразу начинают шуметь или что-то кричать, отвлекаться. А когда ты правильно играешь, как положено, образ ведешь, выстраиваешь, они с удовольствием смотрят. Вот. Какие самые необычные отзывы со Мгм. стороны детей были в ваш адрес? Вы общаетесь со зрителями, с юными? Может быть, в зрительном зале? Какие-то реакции во время спектакля, которые запомнились вам на всю жизнь? И, может быть, что-то изменили, а может быть, нет. Ну, мы же судим-то, когда находимся в спектакле, и по реакции зрительного Да, зала. да. Когда кричат, когда они переживают, когда сопереживают дети. Ну, среди них же всякие есть. А в основном-то они правильно, если за сюжетом они следят, они говорят, ой, уходи скорее, ой, уходи, сейчас тебя поймают, уходи, уходи. Они переживают. Понимаете, что, да. Ну, а так, если говорить, ой, этот артист плохо играет, а этот хорошо играет, они же этого не Ну, понимают. конечно. Да. Но я помню, когда комедия «Баскремаси» у нас спектакль был, в живом плане он был, я штабс-капитана выходил. Вот, выходил, у меня портупея, все. Мы играли их для старших классников. Ну, там с 6 класса и по 9. Тогда еще тюза не было, и вот мы функцию тюза немножко на себя взяли. Вот. И я выхожу, значит, и говорю, о, вот этот хороший артист, вот этот хороший артист. Из зала ребята говорят. Потому что они в других спектаклях видели, ну, в сказках за ширмой. А мы же выходили в конце спектакля на поклон, и лицо-то, наверное, мое кто-то запомнил, который до этого спектакля. О, это хороший артист, хороший, смотрите, смотрите. Ну, вот так. А так конкретно критики какой-то там, газете, журналисты, Нет, такого не было. С тех пор остался зритель преданный с детского возраста? Есть такие люди, которые, ну, сейчас понятно, приводят своих детей, возможно, внуков? Есть такие? Конечно, есть. Они же вспоминают спектакли, и вспоминают вот спектакли для взрослых. И вот поэтому, вот когда пишут журналисты, которые, они с кем-то же тоже общаются, все, что, к сожалению, ни одной записи вот тех спектаклей нету, вот, по некоторым причинам. Они говорят, что только, к сожалению, в памяти у зрителей остались вот те спектакли, те артисты, которые играли те или иные роли. Вот только, к сожалению, в памяти, значит, у зрителей. А они приводят, да, уже бабушки стали, ребенка приводят, ну, родители стали. Они сами же тогда детьми были, когда их бабушки приводили. Вот, и вот эти поколения, да. Но немножко некоторые даже такие отзывы бывают. Ой, что же мы пришли на кукольный театр, кукол-то не видели, видели только, значит, это артистов, которые в живом плане ходят. Понимаете? Но, к сожалению, это болезнь сейчас повсеместно по всей России в театрах кукол. Я так это оцениваю так, потому что средствами кукол спектакль за ширмой сделать уже таких специалистов очень мало и нету. Это дело надо любить и уметь, потому что поставить большущий спектакль за ширмой средствами кукол очень сложно и тяжело. Нужны актеры, кукловоды, понимаете? Вот. Ну, это беда, говорю, всей... А с чем это связано? Почему? Не идут в эту профессию? Во-первых, не идут. Во-вторых, освоить ее тяжело.
понимаете, эту профессию. Вот это же просто думают, что кукла так себе, ля-ля-ля-ля-ля. А вы же вот убедились, наверное, что я говорю, что это нет, это инструмент, понимаете, что? И когда в процессе учебы... Да, Как вот, оживить вот этого мышонка? У вот него- тоже, вот иногда дашь, вот тоже, вот начинает вот так, понимаете? Ну что ты же должен оживить его. Ну, правда, та мышка-то, видите, она была как мышка, а это как бы в облике человека. Там мальчик он или девочка, понимаете? И поэтому тоже начинает вот так вот. Ну, конечно, маленькому ребенку покажешь, он смеется. Да, ну наша-то задача. Наша задача, чтобы он как человек был. Вот я тоже даю, как вы оживите? Вот они начинают вот так вот, допустим. Или вот так вот, понимаете? Я говорю, как? Пол-то здесь, вот пол, здесь, за ширмой. Вот, они здесь вот так вот показывают. Вот, можно оживить его вот просто. Вот взял, вот. Сейчас, смотрите, сейчас я, вот. Вот он идет. Идет? Идет. Вот. А как это сделать? Я говорю, придумайте, как это сделать. Ну, вот так начинает, понимаете. Я говорю, ну, второй рукой возьми хоть вот так вот здесь, чтобы вот так вот было. Вот. Потому что так не сделаешь одно, а тут надо придерживать. А это вот так, смотрите, элементарно. Вот взял, держишь ногу и тросточку. И вот, хоп. То есть двигается только одна нога. Ну, она шагает, да, Ну да. вот. А это держишь, чтобы он устойчивый был. Можешь повернуться, вот, пожалуйста. Это же надо сообразить, это же надо как-то эту фантазию подключать, понимаете, что? Скажите, пожалуйста, а вот этому вы обучаетесь сейчас? Или каждый до сих пор должен дойти до какого-то момента сам? Есть Ну, такие истории? Присаживайтесь, пожалуйста. Есть. И есть такие моменты, которые вы вот, например, хотели бы объяснить, как, Мгм. но потом вы себя останавливаете, говорите, нет, он должен до этого дойти сам. Сейчас вот немножко так получается. Вот я вас понял, вы молодец, правильно, что такой вопрос задали. Я иногда подхожу, говорю, слушай, а ты вот так вот сделай. Мгм. Они начинают обижаться. Что вы мне подсказываете? Ну, нет, уважительно они все, но я чувствую, что там обижают. Они же думают, что они гениальные, это что-то делают. А я же знаю, что это не хватает, понимаете, что? Я говорю, ты вот так. Ладно. Все равно делает так, как он делал. Потому что не Мгм. понимает, надо это самое, то, что я сказал, через себя пропустить, открыть, тогда только. Потом еще раз. Потом он, смотрю, уже начинает, типа, ну, варя так, ну, я говорю, знаешь что? Я же тебе это говорю для того, чтобы ты не через 10 лет это в себе обнаружил, а чтобы ты заранее это открыл. Поэтому я тебе подсказываю. Я-то это открыл сам, мне же никто не подсказывал, не учил. Мгм. Или что-то меня интересовало, я сам спрашивал. Это ведь не значит, что я сейчас подскажу тебе, и ты тут же повторишь и будешь. Нет, но ты себе заложишь, молодой человек, вот артист молодой, ты себе заложишь и будешь про это думать, когда же у тебя откроется. И будешь искать через это, искать. Но, к сожалению, вот они такие, они думают, что они все знают, умеют. А куклу многие боятся, потому что ее же не просто водить. Вот Ну тростевую, во-первых, тяжело. Рука болит, все болит. У меня гири были в гримерке, представляете? Да вы что? Фу, конечно. Ну, 32 килограмма я, 2-3 раза, одной рукой, второй. 2-4 я двумя. Это что, вот мышцы работали. Потому что держишь иногда по 10, 15 минут. Держишь, ты же не просто держишь, а вот управляешь ей же. Понимаете, что? А они нет, к этому многие не подготовлены. Поэтому для них вот ростовые куклы, в живом плане куклы в руках Гораздо проще. гораздо проще. Не зря сейчас многие театроведы, критики, театральные там работники называют не кукловоды, Мгм. а куклоносцы. Потому что они куклу носят, Мгм. сами-то играют, а кукла у них в руках. Я вот пример приведу. Ну, скрипач вышел, он скрипка будет в руках держать со смычком, а сам ля-ля-ля-ля-ля-ля, а скрипку в руках держать. Звук-то должна скрипка издавать. А у нас кукла должна... Не зря же вот нам говорили, почему вот в Башкирском театре кукол, когда мы в Москве были на гастролях, там критики были, все, Министерство культуры, там РСФСР собирались, там это, знаменитые критики были, там даже эта правнучка была Тургенева, Соловьева. Она говорила, слушай, ну у них куклы живут. Они стоят, живут, они без текста, особенно тростевые, без текста, они слышат, видят, присутствуют, прислушиваются, понимаете? То есть они находятся на сцене, все у них. Хотя они же, это же маска кукла, она ничего не меняется. А когда ты правильный образ выстраиваешь и слышишь, и как будто мимика у куклы появляется, понимаете? Вот в книжке там Смирнов Наталья Ильинична, значит, она говорила в своей книжке, она вообще по всему миру ездила,
Вот, исследовала кукол там всяких стран туда-сюда. Про наш театр она говорила, что это, значит, актеры куклами владели особенно тростевыми, так как не владели актеры столичных театров. Ну, имеется в виду Ленинграда, Москвы и так далее. Ну, в тот момент это костяк артистов наших был. Ну, в тот костяк и я вхожу. Айрат Акрамович, спасибо вам огромное. На самом деле безумное счастье с вами общаться. Да-да-да. Так, вот. И в завершении нашей беседы хотелось бы услышать ваши пожелания самому себе. Самому себе? Это мимирующая кукла. Ну, вы знаете, вот мне же не зря Федеряев сказал, что тебе 90 лет, а выглядишь на 50. Во-первых, я очень с юмором сам к себе и с иронией отношусь. А это, оказывается, главное. И сам я очень юморной человек. Юмор это лекарство, это образ жизни, понимаете? Вот. И ценю людей с юмором. Чтобы таким же оставался я. Вот. Конечно, у меня в жизни всякие сложности были, но я все равно стараюсь как-то их переносить мужественно. И с юмором очень к себе отношусь. И дай бог это продлится, лишь бы здоровья хватило мне. Вот. Ну, вот так вот, что я могу еще сказать? Ну, здоровье, здоровье. Чтобы меня уважали, как уважают в театре. Я их всех уважаю, несмотря на то, что некоторые вещи у них не получаются. Стараюсь подсказать. Ну, что поделать. Вот мимирующая кукла. Вот так вот. Вот я колобок, колобок, колобок. Это колобок у нас. Это из спектакля. Он раньше в спектакле был. Колобок был, это, в театре кукол дубли делают. Колобок был, который вот катится, потом раз за бугорок закатился, а тут же выходит, которому говорить надо текст. Да. Он уже такой, потом, ну ладно, я покатился. И вот покатился я. Раз опять, а там же другой катится. Поэтому в кукольном театре там несколько дублей делают. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы к нам пришли, за то, что открыли немножечко магию своего искусства. Вот куклу в Индии нам подарили. Лично мне подарили. Они, видите, как не из папье-маше делают, Да, а вот, да. вот она такая. Ну, это вот, смотрите, У нее двигаются глаза. глаза вверх, вниз, вот. Ну, у них это такие семейные театры, потому что такое из зала не увидишь. Ну вот. да. И рот открывается, видите, вот. Это только когда уже очень камерно все. Камерно, да. А у них же таких государственных театров нету. Там вот такие маленькие камерные. И каждый там артист, он всю жизнь, если он играет какой-то персонаж, он всю жизнь играет этот же персонаж. Ну, свой же театр камерный. Вот дочка играет принцессу, допустим. Но это же, наверное, ну да. Для профессионального актера это, мне кажется, пытка. Ну, это, конечно, пытка. А у них же, говорю, профессиональных нет, они как семейные. Вот. Ну, там богатые, конечно, это самое, они ездят, наверное, там развлекают кого-то, деньги получают. Это просто там ставите куда-нибудь. Ну, жалко, потому что кукол-то такую же никто не видел в Башкирии. Ну, вот этого хотелось показать. Ну, руки соединять уже не буду. Это у меня Армстронг, он на трубе играл, у него труба есть. Вот, но это просто не вошла в сумку мне. Армстронг. У него тут руки, и там труба. И вот он играет, ну, на фонограмму поет, потом начинает играть. Вот я, помните вам, говорю, как надо рот открывать? Вот надо характерность немножко дать. Вот. Широка страна моя родная. Он же не говорит, много в ней лесов, полей и рек. Я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек. I must help you to give the promise you have given to mother. Farewell, I'm going your way. Вот так, дорогой отец, я исполню желание, которое ты дал матери. Не уроню твоей чести. Прощайте. Ну, я же сейчас просто так говорил, да, мы же в образе находимся, роль играем от начала до конца. Ну, вы же сами закончили, по-моему, театрально, да, знаете, как это все делается. Да, спасибо вам огромное еще раз. Конечно, хотелось бы что-то больше показать, углубленно рассказать. А я же говорю, я актер, человек эмоциональный, и что-то меня уводит куда-то. И, может быть, то, что хотел сказать, не сказал. То, что не хотел, наоборот, сказал. Это значит, что у нас будет еще и не один повод встретиться. Ну, дай бог, конечно. Спасибо, до новых встреч. Спасибо вам большое, что позвали меня. Пусть на меня посмотрят молодые
Если хотят, пусть берут пример, пусть задают вопросы, найдут меня, я с удовольствием на них отвечу. Дай бог, спасибо вам. Вам спасибо.